поднимайтесь наверх. Хочется спросить, где все? Куда все подевались теперь? Но, слава Богу за вас, за то, что вы здесь, вы вовремя, вы не опоздали. Давайте мы поднимемся на наши ноги, и мы будем делать то, зачем мы сюда пришли. Будем совершать богослужение. Аминь. Давайте мы помолимся, благословим наше собрание сегодня. И... Хорошо? Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за Твою милость и благодать нам, Господи. Благодарим Тебя за возможность приходить сюда, слышать голос Твой, поклоняться Тебе, назидаться и получать что-то в свою жизнь. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки и просим Тебя, Господь, благослови нас, почти нас своим присутствием и двигайся, как Ты хочешь. Делай, что Ты хочешь. Делай, что Ты хочешь в нашей жизни, в жизни нашей церкви, в жизни наших знакомых, близких, наших семей, Господи. Мы все отдаем в Твои руки, ибо Ты великий Бог, Царь царей. Твое имя, оно превыше всего, Господи. Ты достоин того, чтобы мы тратили свое время, приходили и чтили Тебя этим, Господь. Прими эту хвалу, Господи, ибо мы здесь собрались во имя Твое, Господи, ради Тебя. Аллилуйя. Давайте мы прославим Господа. Сказали аминь. Аминь. Аллилуйя. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя, вижу я Твою жизнь. Воскликну аллилуйя, мое оружие.
Я не хочу быть таким, как прежде, от твоей славы хочу меняться.
за то, что над нашим городом, над нашей страной мирное небо. Господи, мы просим Тебя, благослови. Благослови нашего мэра, нашего главу республики, также нашего президента и правительства, Господи, в эти сложные времена. Господи, пусть Твое помазание и Твой страх он будет на них, Господи. Дай принимать мудрые решения, которые пойдут на пользу людям, которые живут здесь, Господи. Дай нам жить мирно со всеми. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы жизнь людей в нашем городе, в нашей республике, она менялась к лучшему. Господи, мы просим Тебя за все церкви по Якутии, по Дальнему Востоку, в России. Для Тебя это одна церковь, Господи. Один Бог, один Дух, одна церковь, Господь. Пусть это будет реальностью, Господи. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя за всех военнослужащих нашей страны, кто сейчас находится в зоне боевых действий, Господи. Благослови их. Пусть Твоя рука будет над ними, Господи. Пусть вернутся домой живые и невредимые. Господи, пусть будет как можно меньше потерь вообще. Чтобы быстрее было мирное небо, Господь. Благослови нас в этом. Господи, мы просим Тебя за каждого человека в нашей церкви, за лидеров, вообще за любого человека, который когда-либо приходил сюда. Господи, веди дальше нас по жизни. Пусть Твое водительство, оно будет видимо, Господь. Ты царь. Ты царь в нашей жизни в том числе, Господь. Это означает, что мы жаждем водительства от Тебя. Не хотим делать что-то своевольно, но хотим быть в Твоей воле, Господь. Дай нам переживать это. Аллилуйя. Господи, мы приносим перед Тобой все наши нужды, которые у нас есть. Ты знаешь их, Господь. Кому-то нужно продвижение по работе. Кому-то нужна новая работа, Господь. Кто-то ищет денег. Кто-то нуждается в исцелении, Господи. Ты все это знаешь. Мы просим Тебя, Господи, восполни всякую нужду у людей нашей церкви. По своему богатству и по Твоей славе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Мы покрываем всякую нужду. Кроме Иисуса, Он уже все восполнил, Господь, Он все сделал, и мы ожидаем от Тебя и просим Тебя, Господь, пусть это будет реальностью в нашей жизни. Аллилуйя. Господи, мы просим Тебя о том благословении, водительстве, продолжении стройки, ремонта, который мы ведем, Господь. Благослови у нас в принятии решений, каких нам строителей найти, бригады дальше, чтобы выполнять работы, Господь. Чтобы было все хорошо и сделано, и чтобы по деньгам было нормально. И, Господи, восполни всякую нужду. Господь, так много нам нужно сделать, чтобы закончить этим летом нам по возможности все грязные работы, Господь, чтобы уже не было никакого цемента, никакой пыли, Господи. Благослови нас, чтобы мы могли закончить. И Божий народ сказал: Аминь. Аминь. Да будет так. Слушайте, у нас не просто удвоение произошло, как бы чудо, вот как Господь опять сделал во время прославления, но как минимум утроение. У нас до начала собрания было 20 человек в зале, я уже хотел сказать, вернее, я уже сказал, где все. А что вы сели вообще? Еще рано садиться. У нас так много новых, ну не новых, вернее, людей, которых мы давно не видели. Поэтому я призываю вас, давайте мы поднимемся на наши ноги. И мы возьмем какое-то время, подойдите, пообщайтесь. Благословите кого-то, скажите что-то приятное. Потому что вот у нас, посмотрите, есть вот лица, которых мы не видели несколько лет. Вот сестра Галина приехала. Марк у нас здесь, кто кого знает, у нас так много. Если вы видите, что сидит человек, и вы его не знаете, подойдите, скажите что-то приятное. Благословите.
пообщаться, чтобы нам не тратить потом время на собрание. А у нас получается, люди приходят на полчаса позже, того как собрание началось. Слава Богу! Возвращаемся по своим местам. Давайте мы будем продолжать. Дети, подростки, выходите, пожалуйста, сюда, мы благословим вас, как у нас заведено. Да. Давайте мы благословим наших деток, подростков. Я думал, как мало детей у нас в зале. Каждый раз, когда они выходят, все время удивляюсь, откуда они берутся. Давайте мы протянем наши руки. И мы благословим. Хорошо? Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка, который у нас сейчас здесь находится в зале, а также за всех детей, кто в нашей церкви, но их сейчас нет, и мы просим Тебя, Господи, благослови их, как мы их сейчас благословляем. Всяким Твоим благословением, Господи. Пусть рука Твоя, она будет над ними, уберегая их от зла во все дни их жизни, Господи. Пусть они будут благословлены во всем, что они делают, Господь. Пусть они знают голос Твой, умеют отличать его и умеют приходить в любое время и в радости, и в горести к Тебе. И пусть они всегда знают, что у них на небе есть Отец, который никогда их не оставит и не покинет, и на которого всегда можно положиться. Господи, я прошу Тебя, Ты вложил в жизнь каждого ребенка уже какие-то дары. Господи, я просто благословляю, чтобы каждый из них, он нашел свой дар. То, в чем Ты его обильно благословил, он развивал это дальше, и пусть каждый из них, он будет лучше в какой-то сфере. Господь, пусть они будут мастерами в чем-то. Про них будут говорить золотые руки, золотой ум. Господи, просто благослови их на этом. Я также провозглашаю, что они вырастут в свое время. Когда они будут делать это дело, люди будут славить Тебя, в том числе за это. Они будут говорить, что слава Богу за них. Господь, пусть это будет реальностью в их жизни. Господь, я прошу Тебя, Господи, пусть у них не будет чувства отверженности и какого-то самоосуждения, Господи. Пусть они знают, что они не просто сами по себе, но они представители великого царя, Творца великого, который создал все на этой земле, Господи, и воздают Тебе славу. Господи, мы просим Тебя также за ребенка, который еще не родился. Господь, благослови его, как мы его сейчас благословляем, Господи. Все развитие, Господь. Пусть родится живой, здоровый, все будет вовремя, Господи. И просто благословляем его также, Господь. Все, что мы говорили, имеет отношение к нему или к ней, Господь. Господи, мы просим Тебя также за будущих супругов, за вторых половинок, которые будут, Господь. Кто-то из них уже родился, может быть, кто-то еще нет, Господь. Но усмотри, мы благословляем их семьи будущие, Господь. Усмотри, чтобы для них это была надежда и опора и в их служении, и в их жизни, Господи, и чтобы они шли по жизни вместе, рука об руку, и чтобы было, как Ты сказал, оставит человек отца и мать, и соединятся двое, и будут одна плоть. Пусть это будет реальностью у них, пусть будет это один брак на всю жизнь. Я просто провозглашаю это в их жизни. Господи, пусть они ответственно к этому подойдут, и пусть они будут радостны в этом. Господи, благослови также их потомство, их детей и их внуков, Господи. Пусть будут им на радость. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Подождите, дети, пока не расходитесь. У нас тут... Гостиницы приехали. Да. Берите. Из Дойчланда. Берите, подходите. Из Германии к нам привезли шоколадки, или, ну не знаю, из Германии или... Ну, руки точно из Германии. И вы присаживаетесь, у нас будут сейчас кое-какие объявления. И вот Галина, можно сразу тогда попросить? У нас есть свидетельства и объявления. И давайте мы сразу. Можно сюда выйти? Можно там.
привет из Германии. Приехала в пятницу. Передаю вам большой привет от моего супруга. Кто его помнит, Сергей. Мы с Сергеем в 2015 году венчались в этой церкви. Это было первое венчание в этой церкви. Кто помнит, поднимите руку. Я помню. Спасибо большое. Нас венчал Андрей Манжусов. И я очень рада вас видеть. Вы не представляете, как я скучилась. Я очень скучала эти 3 года. Хотя я живу в Германии 4, но я приезжала через год, и вот 3 года меня не было. Я очень рада. Конечно, многие отсутствуют, очень жаль. Ну, мы увидимся, еще несколько приходов к вам в гости. Вот хочу засвидетельствовать. Живем мы очень и очень хорошо. Мы имеем новую квартиру, мы имеем благословенных детей. У нас с мужем на двоих 10 детей, 10 внуков и 11 девочку ждем. Большая семья. Семья мужа меня приняла. У нас очень хорошие, теплые отношения. И вот я хочу засвидетельствовать о том, ну, о последнем тогда. Но вообще я хочу сказать, что Господь, Он всегда рядом, и Он всегда-всегда слышит. Вы просто не забывайте говорить и разговаривать с Ним. И самое важное, да, мы благодарим за все, за здоровье, просим исцеления и многое чего, но самое главное, не забывайте говорить, что вам всегда всего достаточно. Вот 100% работает. Я каждое утро промаливаю и говорю: Господь, я благодарю Тебя за то, что мне всегда всего достаточно. Вот это очень круто, это очень работает. И последнее свидетельство. Я собираюсь в отпуск, у меня 20 дней рабочего отпуска, плюс 16 дней переработка, 36 дней. И получается так, что я заболеваю. У меня болит спина, я 3 недели буквально до отъезда с больной спиной. Не могу сидеть. Если я посижу, значит, я расхаживаюсь, как, извините, коряга. А у меня билеты уже взяты. И по идее я говорю: Господь, или закрой путь, или открой путь. А открыть путь я уповаю на исцеление. Билеты не жалко сдавать, они пропадут. Субсидированный билет, потому что он пропадет, и он невозвратный. И поэтому, раз Господь не закрывает путь, мне хуже не становится, я продолжаю стоять на уповании и на милости Божией. Вот милость Божия всегда рядом. Вот, ну, просто милость покрывает все. Она все ваши нужды покрывает, все ваши просто семьи покрывает. Все через милость Божию и все в ней. Понимаете? И что вы думаете? Сегодня понедельник. Завтра я выезжаю в 9:15. И на чем вы думаете, я выезжаю? Я выезжаю на автобусе. Я сидеть не могла, но мне надо 1,5 дня быть в автобусе. Берлин, Варшава, Калининград. Я с упованием на Бога сажусь в автобус, достойно проезжаю. И вы знаете, у меня не болит спина. Я могу наклоняться, я могу ходить ровно, я не кривая, я просто дочка Божья. И вы знаете, Господь очень любит меня. И я 100% знаю, что Господь любит каждого. Пастор, служитель, кто полы моет, кто служит, кто ребеночек. Молились сейчас за беременную даму. Лялька, да? Она все слышит, все понимает. Поэтому Господь любит вас. Просто уповайте и надейтесь. Просто это так. Это так просто уповать и надеяться. Люблю, ценю, уважаю и буду очень скучать опять. Благословляю вас, мои драгоценные. С праздником! С праздником! Слава Богу за это. Сейчас у нас еще небольшой блок объявлений. Но прежде, да, вы заметили, что у нас есть небольшие перемены. То есть уже 2-ю неделю вы приходите, у нас что-то меняется. На первом этаже меняется к лучшему, я верю. То есть у нас есть двери, у нас есть стены. Но, как я уже говорил, мы молились. Хочется закончить все грязные работы вот этим летом, чтобы нам в зиму войти. Вот вы заметили, мы планировали сделать ковровое покрытие, но все-таки решили, что, наверное, разумно сначала закончить бетонные работы, а потом уже покупать ковер на 2-й этаж, потому что, ну, вы сами понимаете, да? У нас и так, как бы, слегка пыльновато. Когда цемент, да, ну, просто вы пришли, вот кто опоздал,
Кажется, что это все круто, все так чисто, но на самом деле везде был вот такой, ну, не такой, чуть потоньше слой пыли, но он все равно был. И слава Богу за тех людей, кто пришел. Это вот Лена, Людмила, кто помыл это все, Дмитрий Петрович. Вот. Огромное спасибо вам. Просто если я даже сейчас кого-то не назову, просто, знаете, вот, людям свойственно всегда воздавать какие-то почести тем людям, кто на виду. Вот кто на сцене стоит, микрофон держит или даже там не держит, но там на клавиши нажимает, вот прославление, еще где-то. Но есть так много людей, у которых вносят не меньший вклад на самом деле. Потому что, ну, здорово, конечно, славить, но если ты топаешь ногой и поднимается облако пыли, ну, кому от этого приятно, да? Поэтому слава Богу, что у нас здесь чисто, что люди, которые, на минуточку, они приходят бесплатно, да, это служение, никто не это, понимаете, они готовят, убирают, никто руки не выкручивает. Вы только вдумайтесь в это. К чему я это говорю? Если вы хотите так же служить, помогать, добро пожаловать, вы можете подойти к кому-то из них. У нас, слава Богу, вот как бы команда, она какая-то вот есть. И вот сейчас Наталья уехала в отпуск, да, сейчас она там хорошо отдыхает. У нас вот Олег Гумов уехал там, гитарист, он, да, отдыхает. Но у нас есть люди, служение они продолжаются, кто-то кого-то замещает. И у нас отпуска чуть побольше, чем в Германии, да. Даже со всеми переработками, то есть если люди уезжают, они могут на полгода в отпуск уехать. Вот, поэтому добро пожаловать. Как бы, да, есть служение для всех, было бы желание что-то делать. Хорошо? И также я вот, если кого не назвал, просто вот Маша, Татьяна, можно руки поднять. Да, все, кто готовит, вы знаете, у нас, несмотря на то, что у нас вот цемент, грязь и так далее, они, тем не менее, все равно приготовили какие-то бутерброды, что-то, и у нас как бы вот уже хорошая традиция. Как вы считаете, вот остаться, пообщаться, попить чайку. А только представьте, когда мы все закончим, и у нас будет полноценная кафешка внизу, красивая, с кофемашиной, с настоящей, не знаю, ну кому-то может все равно, ну с чаем. Да, но я что перейду, поэтому я верю, что у нас и бариста будет, который будет нормально заваривать. Вот, поэтому, слава Богу, но все начинается вот именно с этого. Понимаете? Не бывает, ну, бывает, наверное, где-то, что раз, и там дворец стоит, и все в белых рубашках с фартуками ходят и тебе разносят. Но, как правило, это всегда вот так, шаг за шагом, потихонечку. И мы это делаем, да, еще раз. Поэтому, слава Богу, добро пожаловать. По поводу питания, как вы знаете, можно поучаствовать либо деньгами, либо своими усилиями, что-то принести. Также нам нужны руки, подходите, не стесняйтесь, хорошо? И сейчас мы будем собирать пожертвования, можно уже ведра пустить. Я просто хотел сделать анонс. Вы знаете, когда идет ремонт, денег никогда много не бывает. И сможем ли мы все сделать или нет, зависит от нас с вами, от тебя и от меня. Потому что нам, вот, знаете, казалось бы, совсем чуть-чуть, да, нам, знаете, вот пол надо выровнять на первом этаже. Но я посчитал, нам нужно 3 тонны цемента для этого. То есть, казалось бы, да, у нас на всего 150 квадратов, но туда уйдет 3 тонны цемента. Это приблизительно около 50 тысяч рублей только на цемент. Плюс это нужно занести, замешать, залить. Работа она тоже стоит. Потом электрика, кабеля, штукатурка и так далее. И хотелось бы очень за это лето все-таки закончить все. Аминь. Поэтому Господь пусть благословит вас. Каждого, кто дает. Также у нас есть реквизиты в электронном виде в группе. Можно деньги перечислять туда. И еще. Также, я знаю, что бывает, люди, они откладывают десятину, и там что-то копится, или они там это. И вы думаете, вот я потом дам. Вот в прошлом году, я помню, такой же он говорил, знаете, вот сейчас время как раз, вот, если что, не откладывайте сильно далеко, потому что, чтобы нам как-то распланировать, у нас предстоят, то есть у нас есть определенная сумма, но если прямо все взять и закупить, она просто быстро кончится так же. И поэтому я даже, не знаю, еще удивительная вещь, знаете, строителям тоже, оказывается, надо платить. Как бы, да, за то, что они работают. Хотя я уже договорился о том, что мы же никуда не убежим.
как бы, да, что мы будем, ну, договорились уже, что мы будем платить, может. Пока мы, то, что сделано работы, мы уже за все рассчитались, у нас нет никаких долгов, все, слава Богу, и у нас есть еще деньги на материалы. Но если вообще все делать, то уже понятно, что, ну, как бы денег пока не хватает. Но я верю, что Господь все закроет. Каким образом? Благодаря тебе и мне. Аминь. Поэтому, слава Богу. Также, по поводу молодежного выезда. Я вам говорил, ну, я сейчас не буду ничего говорить, у нас вот директор лагеря или молодежного выезда Марина Федорова. Она сейчас поделится, если что, я помогу от себя. Может быть, дополню. Да, Марина, можно вот? Добро пожаловать, можно на сцену выйти, наверное, чтобы лучше было видно. Всем здравствуйте, дорогая церковь. Рада тоже всех видеть. Вот хотела тоже по поводу молодежного выезда. Вообще, может быть, кто-то не знает, да, что у нас есть молодежное служение. Оно началось где-то в мае, мы начали собираться с ребятами, да. Ну, и на самом деле, вот сейчас поднимите руки, ребята, кто с молодежки. Сколько вот вас человек тут? Получается 5 человек всего. Но на самом деле их уже где-то около 30. То есть они сюда на собрание воскресенья многие не ходят, но я считаю, что всему свое время, да, и заставлять их тоже нет смысла. Мы просто в воскресенье с ними вечером встречаемся, общаемся на разные темы. Мы уже разобрали такие темы, как финансовая грамотность, отношения с родителями. Приходили разные люди, да, вот я приглашала сюда человек, например, который рассказывал им про разумное потребление, про сортировку мусора. Это владелец Планеты Электро. Вот они, знаете, вот эти урны же стоят по городу сейчас раздельные. Вот это он сделал, как бы, да. И вот он сам приходил сюда в церковь и рассказывал. Это тоже было очень интересно. Потом наши ребята с церкви тоже рассказывали и про планирование, про все. Конечно, это все, то, что мы рассказываем, все равно основано. Допустим, когда я рассказывала о финансовой грамотности, все равно брала из Писания, из Библии, да, все равно основано как бы на Слове Божьем, да. И очень у меня была такая, мы уже с ними ездили на сноубордах, катались, и шашлыки жарили, всей толпой у меня дома ночевали. Ну, то есть много чего мы делали, на каток ездили, да. Куда мы еще ходили, что мы делали? В веревочный парк ездили, да. Ну, как бы ребята встречаются тоже, уже дружат многие. Поэтому мне радостно от того, что как бы это служение есть, оно растет, и ребят много, да, уже в группе 42 человека уже. Ну, то есть вот каждое воскресенье там бывает 15 человек собираются, да, это вот так. Ну, не могут тоже. И мы взрослые тоже не каждое воскресенье ходим, да, на собрание, но так же вот они. Вот, и, конечно, у меня была такая мечта, помимо этого, сделать молодежный лагерь. Я знаю, что есть такие христианские молодежные лагеря, да. Вот, и была у меня такая мечта, конечно. Я вообще понятия не имею, как все это делается. И я обратилась к Саше Прошилыгину, который с Нерюнгри. И попросила его, я говорю, Саш, получится сделать здесь лагерь? Конечно, без проблем. И вот они приедут, Саша с женой, да, приедут. Потом приедет... Я ее не знаю, но очень много слышала. Мама Ира, которую все знают и которую вела, да, Сахалина, по-моему, да? И она много лет, по-моему, 20 лет где-то вела вот этот вот лагерь молодежный. То есть приедут классные люди, которые, ну, как бы, это знают. Поэтому я очень рада. В общем, их приедет. Кто еще приедет? Еще приедет спортинструктор, который тоже проводит вот спортивные мероприятия для детей в лагере, да, вот именно христианском, да. Ну, это классно будет для нас опыт, и очень много ребят поедут служителями тоже с нашей церкви. Люди поедут. Я очень благодарна тем, кто откликнулся, кто-то поедет по питанию, там, готовить, потому что мы хотим, чтобы мы все это сами делали, чтобы дети максимально общались друг с другом, да, то есть не привлекать их к готовке, там, ну, может, там минимально как-то, да. Вот, поэтому довольно-таки приличное у нас количество получается, где-то 60 человек. Вот, приедут еще 4 подростка с Нерюнгри и один с Благовещенска и один с Хабаровска, по-моему, да? Вот, тоже приедут ребята. И приедет еще пастор Максим Плохников. Мы его тоже позвали, он согласился, я тоже так рада. Мне кажется, это будет вообще классное время. Ой, дети, пожалуйста, ничего там не трогайте. Вот, мы, конечно,
очень рада и думаю, что будет все классно. Конечно же, это мероприятие, оно стоит денег, да. Вообще вот везде молодежный вот этот христианский лагерь, это вообще обычно платно бывает. То есть это путевка, взрослые покупают путевку, отправляют своего ребенка в лагерь. Но я понимаю, что это нормальная практика, но мне бы хотелось, чтобы ребята в этом году поехали бесплатно. Я прям очень этого хочу, да. Почему? Потому что большинство из них, Кристиан и Соня, пожалуйста, спуститесь со сцены. Извините, сейчас я попрошу. Спуститесь внизу, пожалуйста, посидите, ладно? Вот. Мне бы хотелось, чтобы они поехали бесплатно. Почему? Потому что большинство из них школьники, да, у них нет своих собственных денег, да. Допустим, вот если вы отправляете ребенка в лагерь, вот вы верующие люди, да, вы христиане, вы отправляете своего ребенка в лагерь, вы согласны заплатить и отправить. Но у тех детей, у большинства, родители не верующие, то есть у них нет мотивации за что-то платить, да, и как бы, они согласны, да, что ребенок куда-то ходит, как бы, в принципе, они не против. Но я боюсь, что здесь финансово может быть возникнуть проблема. Там какие основные расходы? Я думаю, что на 60 человек это довольно-таки большой, около 200 тысяч нужных денег, да, на все это. Вот самый большой расход это сама вот эта база. Мы нашли классную базу, она благоустроенная, то есть там это как гостиница возле веревочного парка. И я... Сонечка, пожалуйста. Мама говорит, ты мне мешаешь, ладно? Вот, и я горжусь своим мужем на самом деле, потому что он эту базу сказал, я сам сниму за свой счет. Это самый большой расход был. Это как бы... Его нету сегодня, как можно сказать. Да? Это большая сумма, там 120 тысяч рублей. Чтобы вы знали, он тоже как бы не миллионер, да? Он недавно взял кредит на свой бизнес, да? Но тем не менее он готов вкладываться в это. Как бы. И я считаю, что мы все христиане, да, то есть, знаете, на самом деле, это ведь очень большой вклад в будущее не только нашей церкви, как пастор всегда говорит, что если у нас не будет молодежи, будущего церкви нет. Согласны? Что будет через 20 лет? Будущего нет у церкви. Но здесь еще вопрос не только в будущем церкви, но и в будущем нашего города, вообще республики нашей страны. Потому что, как вот в Библии написано, вы соль земли, да? Почему вот христиане считаются соль земли, да? Почему в Библии так написано? Потому что без соли еда невкусная становится, да? Согласны? И помимо этого еще соль, она предотвращает от порчи. Потому что если будет мало соли, будет гниение. И в нашем городе соли очень мало. Вот сколько нас человек, посчитайте, да? И вот на всю республику, если посчитать, сколько христиан, очень мало соли. Почему? Если наши дети не научатся христианским принципам здесь, то они научатся в миру мирским принципам. А знаете, какие сейчас мирские принципы? Половина Европы, половина уже молодых людей Европы не могут определиться с половой принадлежностью. 50%, понимаете? Потому что сейчас в миру вот этот гуманизм учит совершенно другому. И мне страшно за своих детей, мне страшно за своих внуков, потому что сейчас совсем все извратили. И это считается трендом, это считается нормой. И поэтому наши дети, я верю, что они будут, как бы у них будет свой стержень, да, и они не будут идти на поводу миру. То есть они будут единственная истина в этом мире, это Божья истина. Поэтому нам нужно туда сеять. Я верю, что это будет... У нас осталось немного денег, да, в плане собрать. Нужно собрать только на питание, там, 50 тысяч получается примерно, да, на 60 человек, я считаю, что это нормально. Поэтому все, у кого есть на сердце вот давать, я верю, что Господь не оставит без прибытка, да. На самом деле, если мы это сеем не просто, как бы, да, но мы сеем в Царство Божие. И это, пусть это будет не только на словах, да, как бы на деле. Леша, включишь ролик, да? Посмотрим ролик, там в конце будет карта моего мужа. Мы решили собирать на его карту, потому что он будет закупать продукты ездить. Вот. Да, спасибо. Хорошо, Марина, сначала я хотел сказать, прежде чем мы будем ролик смотреть, насколько это круто, только подумайте, да, что мы собираемся проводить молодежный выезд первый раз за все время. Мы так давно, у нас был какой-то опыт, мы вот делали как
лагерь, мы даже делали, мы присоединились, когда снова жизни, вот они проводили, туда выезжали, и мы особо там, ну, финансово только вкладывались, все. Там вот как бы были люди, кто здесь сейчас находится, кто служил в лагере, многое делал, но поймите, мы делаем первый раз, и такая высокая планка, да, к нам приезжают люди с таким опытом, которые 20 лет проводили, и это было, знаете, вот у меня, например, сын был в лагере в Благовещенске, то есть в Амурской области, когда он ездил. И вот 2 года назад он ездил в Артек. Артек это круто. Это лучший лагерь как бы в России, и не только в России, я бы не побоялся сказать, в мире. Потому что, знаете, как в Советском Союзе, так и был культ детства. И наша страна, как наследник, мы что-то переняли, и для детей там все делают по высшему уровню. Да? Приезжают звезды и так далее. Но, знаете, когда я его спрашиваю, где было круче, или где было, он говорит, что в Благовещенске было круче, чем в Артеке. Его слова. Они ездили 2 года, и один раз я, когда их встречал, мы их встречали в Москве, их там я попросил, люди их отправили, то есть они провели все лето, и там палатки, и всякое такое, и когда я их встречал на машине, я попросил их раздеться, снять обувь, и я все сложил в пакет в багажник, потому что после лета, они мылись там, конечно, но, в общем, вы поняли, да, как бы, и при этом, при всем, да, ногти там грязные, но они были настолько вдохновлены, счастливые. И это не просто приятное времяпрепровождение. Когда вот сейчас Марина, она говорила о чем-то, да, что вот она приглашает каких-то людей, о чем-то говорит, там, финансовой грамотности, кто-то может сидеть и говорить, где здесь Бог-то? Но, знаете, проблема со взрослыми в том, что вы забываете, что вы сами когда-то были детьми, что вы сами когда-то были подростками. Если ребенка посадить и начать ему проводить семинары по 20 часов в сутки по изучению Библии, вы понимаете, чем все кончится, да? Там не будет никого. Или, может быть, там самые, там, не знаю, там, дети пасторов останутся, там, или служителей, больше там не будет никого. Потому что нужна движуха в этом возрасте. Мы должны быть на их уровне, да, в том числе. И, вы знаете, проблема в том сейчас со школой, что и с родителями, и с семьями, что многие родители, они надеются на школу, что школа будет заниматься воспитанием детей. Но школа давно этим уже не занимается, и никогда не занималась на самом деле, да. И у многих детей, у них просто, знаете, вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Им никто не объясняет, как нужно поступать, что нужно делать. И вот, знаете, финансовая грамотность это настолько важно сейчас, потому что у нас давно на дворе капитализм, можно посмотреть в окно, да? У нас сейчас какой-то, может быть, откат будет к чему-то непонятно. Куда мы вообще, я с оптимизмом смотрю в будущее, но страна, она явно уже не будет такой, она будет меняться, но тем не менее нам важно уметь распоряжаться деньгами. Но здесь, когда все говорится, дается детям, это всегда дается через призму Писания, через призму Библии. То есть какой божественный взгляд на это. Не просто управление финансами мирское, да, но как Бог на это смотрит. На семью как смотрит, как важно сейчас в детей вкладывать, понимаете? И все это делается, я думаю, что, знаете, вот уже, если у нас там даже пусть 40 человек, это уже прямо такая заявка на что-то, да, тех детей, которые приедут. И, знаете, еще один вызов, то, что ребята решили сделать бесплатно, это просто полный привет, я вам скажу. Как бы, да, мне будет такую веру. Как бы, но, смотрите, у нас уже почти все закрыто. И поэтому я ободряю вас на самом деле, да, то есть также послужить. Нам нужно набрать сумму какую-то на питание. И сколько мы наберем, я знаю, что Господь закроет все. Хотелось бы, чтобы... То есть мы одновременно сейчас ведем стройку. Понятно, что если мы не соберем сумму, мы компенсируем с церкви, но тогда, получается, мы что-то не сделаем, какой-то ремонт в тот же. Но, вы знаете, я бы не хотел, мы много раз со сцены говорили, что здание – это просто здание, это молитвенный дом, это не церковь. Церковь – это ты и я. И поэтому не хочется, положить все на алтарь красивого здания, отполировать его, и пусть оно стоит и сияет на весь 17-й квартал. Да? А здесь у нас все загнется, и не будет никакого ни общения, ни чаепития и так далее. Это неправильно, понимаете, это другая крайность. Поэтому нам это следует делать, и никого не оставлять.
Аминь. Поэтому я ободряю вас, давайте мы будем давать. Слава Богу, за тех людей, кто уже вложился. В конце будет номер карты, да, можно будет туда деньги переводить. Эта карта, она целенаправлена для этого. И если кто-то сомневается, что там, какие там люди, все будет хорошо, это тот человек, который уже больше там, 120 тысяч вложил из своих денег, поэтому будьте спокойны, как и деньги пойдут в правильном направлении. Хорошо? И также вот это вот синее ведро сейчас. Если у кого-то будет на сердце дать наличными деньгами, это будет целенаправленно на вот этот молодежный выезд. Хорошо? Да, можно уже ролик, да. Я так понимаю, это нарезка, вот, в том числе из предыдущих лагерей. Вот здесь на паузу можно, чтобы у нас номер было видно, и вот это вот ведро. Да, можно по залу пустить. Можно сфотографировать, можно, если у вас будет это, можно сделать пометку лагерь или молодежка. Но если вы не сделаете на эту карту деньги другие никакие не падают, можно, наверное, и так. Но лучше сделать пометку, хорошо? Если что, вот на этот номер. И то, что вы видели, палатки и так далее, еще раз, здесь будет комфортабельная база. То есть с гостиничными номерами, с кроватями и так далее. Мы все туда не войдем, кто-то будет спать в палатках, кто-то на полу, но на самом деле это романтика тоже, да, вот такая вот. И молодежная, и детская. И, ну, знаете, то есть, как я еще раз говорю, уровень сразу гораздо выше вообще всего и по организации, я надеюсь. Но это те же самые люди, которые вот это делали по 20 лет, да. И еще раз, весь день он расписан. Начиная с утра, во сколько подъем, туалет, молитва, прославление, веселуха, спортивные развлекательные мероприятия, вечерние там прославления и так далее. Нам, кстати, нужны... Марина, а что у нас с прославленцами? Кто-то приедет или мы не решили ничего? А? Они не приедут, да? Нам, кстати, нужны прославленцы, потому что у нас пока Зоя и Данил. Пастор Максим. Пастор Максим, нет, пастор Максим слишком стар для этого. Его молодость уже прошла, при всем уважении, как бы, да. Я верю, что было бы круто, понимаете, мы, конечно, можем вот, и Вячеслава позвать, и вообще всех, но есть нечто особенное, знаете, если это будет в том числе, ну, молодежь. Ну, по крайней мере, чтобы она выглядела как молодежь. То есть условная молодежь. То есть хотя бы до 40, там, до 30, не знаю. Хорошо? Но если у тебя уже давно седина, ну это немножко уже другое.
Да? Знаете, помните, к нам Борис Кохан приезжал, пастор, и вот он, я не знаю, кто это помнит, нет, но он закончил консерваторию по классу аккордеона. Консерваторию. То есть не просто музыкальное училище, но в Харькове он закончил консерваторию, ну, как бы сейчас, понятно, не играет, но он как-то устроил, они все-таки делали вечер для камбуза. Не знаю, собрали бабушек и так далее, вот он взял аккордеон, и то есть был, я так понимаю, там отзывы такие, знаете, вот как бы наш формат он приблизительно такой. Даже если мы будем петь песни под гитару, пусть не под аккордеон, но все равно это немножко другое. У молодежи немножко другие вкусы, да? И как бы восприятие вообще. Хорошо, пусть Господь благословит вас. Всех, кто дает, у нас вроде бы с объявлениями все, чтобы меня видно было. Кто-то жалуется, что видно. Я хотел вас поздравить с праздником, дорогие. У нас сегодня день Пятидесятницы. И да, слава Богу, на самом деле великий праздник, кто не знает, кто забыл, да, на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Что произошло? Сошел Святой Дух. То, что написано, я пошлю вам утешителя. Мы не одни сейчас. Да, у нас есть Дух Святой, постоянно, который живет внутри нас, только вдумайтесь в это. То, что было раньше, да, люди, они только грезили этим, да, и там вот какой-то Бог, они не слышали Его. Избранные были, да, помазанники Божии, которые имели Духа, там, первосвященники, там раз в году приходило, присутствие оно приходило и так далее. Но у тебя и у меня какая привилегия? Бог, Он всегда с нами. То есть ты можешь быть водим Духом этим, да? Слышать, назидаться, увещевать, молиться. Насколько это круто? Да? Да или нет? Я понимаю, что я у баптистов был, ну, наверное. Но я надеюсь, кто-то переживает. При всем уважении к баптистам. Я к тому, что мы же как бы верим, что мы крещены Духом Святым. Крещены или нет? Аминь. Слава Богу. Кстати, еще одно объявление. 25-го, еще раз, мы просто вот эти вот объявления мы повторяем по кругу, потому что мы будем собирать на следующем собрании, опять на молодежку будем говорить про это. И то же самое у нас 25 числа у нас будет водное крещение, в которое мы верим, мы будем проводить в реке, потому что лето и не настолько будет холодно, все равно у нас купальный сезон уже начался. Но, то есть если вы хотите принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. То есть кто-то из вас выходил, мы здесь молились, но вы не приняли еще крещение. Вам нужно подойти к Любовь Николаевне, потому что мы верим, что мы делаем это осознанно. И просто она проведет такой курс молодого бойца, молодого христианина. То есть вообще зачем, почему, чтобы не было никаких, знаете, зачем мы погружаем, почему мы погружаем. Потому что мы крестим не в церковь. Мы не крестим в церковь краеугольный камень. Поэтому если кто-то получил где-то крещение в другой церкви, он приходит к нам, нормально, ты принял крещение, потому что мы крестим в Иисуса Христа. И вот она как раз об этом, обо всем расскажет. Хорошо? Если вы хотите, вам нужно подойти к ней, записаться, чтобы мы знали, сколько у нас будет людей. И также она вам расскажет, когда будут какие-то занятия. Хорошо? Немного, не пугайтесь. Там не будет месячных курсов по 7 часов в день. Но тем не менее. Итак, у нас день Пятидесятницы, да, праздник, кто-то Троица называет, да, почему? Потому что как третья ипостась Бога. Но сегодня я не буду говорить на эту тему. Да, казалось бы, вообще, по-моему, первый раз, обычно мы всегда совмещаем, если праздник, мы говорим на эту тему, но я сейчас поясню. Кто помнит, на протяжении последних нескольких собраний, да, я брал такую тему, мы разбирали разные имена, да, которые есть в Библии, как правило, как вторые имена, или там, не хочется называть клички, но как еще назвать? Прозвище, да, например. Мы смотрели Матвей, Мытарь, да, что это такое, потом Симон Зелот, кто он был такой, кто такие Зелоты и почему он его не убил, да, этого Мытаря. Хотя, казалось бы, они были в противоположных лагерях. Мы смотрели на Иакова и Иоанна, сыновья Громовы, да, как их назвали, что это означает, какое это вообще для нас имеет дело, что нам до этого вообще.
Да? Что мы еще? На кого мы смотрели? Фома неверующий, да? Почему он был неверующим, и был ли он неверующий, и как апостол может быть с таким прозвищем, да? Казалось бы, вот. Но, вы знаете, я думаю, что я чувствовал, что невозможно как-то вот закончить эту серию, или вообще не сказать про одно имя, которое есть, да? И это имя Христос. Потому что мы сейчас посмотрим. И, знаете, я бы хотел начать с такой вот шутки, которую недавно наполовину сам придумал, наполовину как бы это. Вот. У нас проходило обучение не так давно, Евразийская богословская семинария, и здесь на базе нашей церкви все пастора с регионов, они приезжали сюда, и у нас там, неделю проходили сессии, вот учились там сколько, 2 или 3 года, я не помню, успешно что-то закончили, получили дипломы. И вот представьте, ситуация, сельские пастора, которые с отличием закончили духовную семинарию, собрались, чтобы отметить это дело, и к ним пришел Иисус. Пришел и задает им вопрос: а вы меня за кого почитаете? И вот эти сельские пастора, которые только что с отличием закончили и проходили в том числе курс новозаветной герменевтики, они ему отвечают следующее: ты эсхатологическая манифестация основания нашего бытия. Те ритмы, в которых мы находим высший смысл наших внутриличностных отношений. После этого последовала пауза. Иисус спрашивал: что? Но, знаете, была такая ситуация в Новом Завете, да, когда Иисус пришел. Вернее, он не пришел, ему ученики говорили, да, что вот в народе там кто-то тебя почитает за Илию, кто-то там тебя считает кем-то, этим. И он ему задает вопрос: а вы меня за кого считаете? За кого вы меня принимаете? И вы помните, да, что Петр вышел и говорит, что ты Христос, Сын Бога Живого. Да? И прежде чем мы сейчас это все перейдем, я хотел бы к разбирательству, что такое Христос, я бы хотел, вот, знаете, еще один пункт осветить прежде. Это Матфея 16 глава, 16 стих. Когда Петр провозгласил это, он сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого. И 17 стих, 18. Матфея 16, 17-18 стих. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И я хотел бы затронуть эту ситуацию, прежде чем мы перейдем дальше. Вот здесь, да, когда Иисус, он поблагодарил Петра и говорит: слушай, ты не сам додумался, да, тебе Бог открыл с неба, да, что я Христос, Сын Бога Живого. И потом он говорит, что до этого только что Петр сказал: ты Христос. Иисус ему говорит в ответ: а ты Петр, да? И потом он говорит: на этом камне Петр, да, или Петра, это как камень, вообще это Кифа. Иисус говорил на арамейском, да, наречии. И он его назвал, это Евангелие от Иоанна, по-моему, не от Матфея, когда он первый раз, только-только, когда Андрей Первозванный, он привел к Иисусу своего брата Петра. И тот ему говорит: а ты наречешься Кифа. Или там потом написано: или Петр. То есть Кифа это и означает на арамейском. То есть Иисус с ним говорил на арамейском. Но Ветхий Завет он написан на греческом. Да? И вот здесь написано Петр. И потом дальше он говорит: на этом камне я создам церковь мою. Смотрите, существует два мнения основных у богословов вообще. Что означает вот этот камень? Первое мнение это то, что он говорит, что на тебе, Петр, и вот на других учениках, что вы будете основанием церкви. А второе мнение, что на камне, в том смысле, что вот на этом откровении, которое Петр сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого, он говорит, что ты молодец, что правильно сказал, и потом вот на этом вот откровении, да, вот на этом камне я создам церковь мою, на том откровении, что я Иисус Христос, Сын Бога Живого. И знаете, почему таким образом, да, происходит? Потому что в греческом, когда он называет Петра Петр,
он употребляет слово «петрос». Это мужской род камня в греческом. А когда говорится про на этом вот, камни, я создал то, что переведено в русский язык, там употребляется слово «петра». Это женский род. То есть, казалось бы, подряд, вот ты Петр, ты камень, а потом говорит, а вот на этом, то есть скале, на этом откровении, на этом он использует женский род. И поэтому, как бы, многие говорят, что, ну, как бы, правильнее считать, ну, то есть, вот, еще раз, я вас не склоняю куда-то, да, каким-то, что вот так правильно думать и так далее. Вы там как-то сами разбираетесь, что вы думаете. Потому что, ну, столько копий про это сломано, вот вообще, да. Католическая церковь, она говорит, что Петр – это то основание, соответственно, вот они как бы и есть главенствующие. Потому что Петр, он как бы был в Риме, у них там вот собор Святого Петра, и он там был, как бы он служил в Риме. И вот они как бы стоят на этой позиции. Моя личная точка зрения, что, скорее всего, правильнее считать, что Петр, он похвалил Петра вот за вот это вот признание как Мессия, и потом заявил, что вот да, я то основание, да, вот то откровение, которое ты получил, что это будет. И тем более, знаете, вот есть такое местописание, 1 Коринфянам 3 глава, 11 стих. Там вот Павел говорит, что, ну, я там положил основание, кто-то строит и так далее. Но говорит, что каждый смотри, как строит. И вот 3 глава, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». У нас нет другого основания для строительства нашей церкви. Но, еще раз, знаете, вот не стоит душить друг друга. Вот, знаете, таких вот вопросов в церковной истории, да, которые там уже тысячелетиями, да, церковь она не первый раз, и нет конечного решения, и мы не можем как-то вот обосновать, мы можем, но это не основополагающая какая-то вещь, да, и те они проповедуют Иисуса Христа распятого. Аминь. Если это не будет те преткновения, поэтому я вам просто говорю, чтобы вы понимали. Это небольшое отступление, но мы говорим именно про Христа. Итак, Петр сказал, что ты Христос. И вы знаете, кто-то посчитал, что в Новом Завете, вот Иисуса, знаете, у него 256 имен. Вот как его называют, знаете, Сын Человеческий, Князь Мира, там, вот, и так далее, да, вот то, что как бы его это. Ну, я сам не считал, можно только доверить этому. Но вот интересное обоснование было, когда человек, тот богослов, который написал это, который считал, он говорит, что это потому, что никакое имя одно само по себе, оно не может описать, кем является на самом деле Иисус Христос. Вот назови его просто Сын Человеческий, ну и что? Да, как бы там Князь Мира там, и так далее. Но при всем при этом слово Христос по отношению именно к Иисусу, оно в Новом Завете упоминается 532 раза. То есть чаще всего, чем что-то другое. И это потому, что это то, кем Он является. Христом, да, Христос. Что же это означает вообще? Да? Вот если взять фамилию, например, да, Алексей Белых, да, у меня все просто. Алексей имя, Белых фамилия. Ясно и понятно. Но Иисус, Христос это не фамилия, да, Иисус его имя. Христос это не фамилия, но это то, кем Он является. И на самом деле все просто. В греческом используется фраза «хо Христос». И это перевод с иврита, да, то, что на иврите было Мессия. Или, ну, на еврейском Машиах. Да. Или это означает помазанный. Помазанный. Да, Мессия это помазанный с иврита. И это просто, то есть еще раз, Ветхий Завет у нас написан на иврите, Новый Завет нам дошел на греческом. Да? И на греческом слово Мессия, тот, кого евреи все время ждали, вот этого Машиаха, это Христос или помазанник. И что такое помазанник вообще? Вот во времена Ветхого Завета было 3 сферы деятельности человека, куда человека помазывали, да? Кого называли помазанником. То есть
был освященный елей или мирра, да, вот в Писании мы встречаем, то есть особый род масла. База это оливковое масло, да, и оно может там быть парфюмированным. И 3 рода деятельности. Это действие, оно было утверждено Богом на самом деле, да. И считалось, что вот когда человек он принимал помазание, на нем были дары Святого Духа, да. То есть Дух Святой он присутствовал на этом человеке. Еще раз помню, Пятидесятницы тогда не было, Дух Святой он еще не сошел. Вот человека помазывали на что-то, да, он получал водительство, было присутствие Духа, и у него появлялась связь с Богом, и верилось, что да, вот тот человек ставленник Божий, по-другому, да, помазанный. И кто это был? Да, три сферы мы сказали. Это пророки, священники и цари. То есть вот 3 сферы. То есть пророки, знаете, это вот как, не знаю, Елисей, который был помазан на служение Илии, да? То есть в прямом смысле помазание, через это он переходил в том числе да? Он был помазанником. Потом священники, это как Аарон, был первосвященник, его Моисей, он помазал на служение. И цари, как царь Давид, который был помазан в цари пророком Самуилом. Да? И более того, да, быть помазанным, то есть в этом вот смысле, это означало, да, как бы для всех, в том числе, то есть помимо того, что у тебя была связь с Богом, что Бог он тебя поставил, но это также для всех было свидетельством, что ты признан и что ты имеешь власть, что ты поставлен на это, помазан царем, да, или там пророком. И вы понимаете, да, про это? И во многих христианских странах, где были цари, вот в том числе в России, да, почему, например, у нас царей называли помазанник Божий, да, и он как бы был поставлен Богом, он там вел, как бы, они это так воспринимали. Интересная вещь заключается в том, что, то есть, еще раз, Христос, это означает помазанник, да, что Иисус, Он воплотил в себя все 3 вот эти вот сферы. Он для нас и пророк, и священник, и царь. Пока все понятно? Я очень стараюсь, чтобы было понятно. Знаете, Исайя, можно не открывать, 61 глава, 1 стих там написано: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня». Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня. То есть имеется в виду для Иисуса, что имеется в виду? Его никто физически, да, на служение не помазал. Это сделал сам Бог, да, на нем было присутствие Божие, было особенное помазание, да. Почему? Мы помним, да, что он не просто человек, хотя он пришел во плоти, и он был полностью на 100% человек, но при этом он не потерял божественную сущность, да. Аминь. То есть на нем, вот насколько вообще возможно физического человека, Духа Божьего запекать, да, вот он в нем был в полноте. Вот это помазание, оно было на нем. Поэтому он назван помазанным. Понимаете, да? В том смысле, что Дух Божий был на нем. Дух Божий был в нем. Знаете, давайте мы посмотрим. Так вот, апостол замечает, что, знаете, Колоссянам 2 глава, 9 стих. В нем обитает вся полнота божества телесного. То есть он был одновременно и Богом, и человеком. То есть и человеком, и Богом. Вся полнота божества телесного. Давайте мы посмотрим вот на это все, да, что означает. То есть, еще раз, пророк, священник и царь. И как пророк, почему так называют? Как пророк Иисус, Он пришел для того, чтобы провозгласить
волю Божию в жизнь людей. Что у Бога есть план по спасению человечества. Да? И давайте мы посмотрим на Второзаконие, 18 глава, 18-19 стих. И Второзаконие, 18 глава, 18-19 стих. Еще раз, Ветхий Завет, Второзаконие. Да? Это задолго до рождения Христа. И было пророчество. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, который пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Иисус — это тот пророк, который был упомянут во Второзаконии. Иисус, Он пришел для того, чтобы быть тем помазанным пророком для людей здесь на земле. Каким образом это вообще выражалось, его пророческое служение? Знаете, во-первых, Он имел такую власть, когда Он говорил, как никто другой. То есть в Его словах была власть, Он говорил со властью. Почему? Потому что это была воля Божия, которую Он провозглашал и которую Он знал. Вы понимаете, да? У кого есть, я не знаю, у кого-то есть вообще, у кого есть печатные Библии? Вообще не здесь, а дома, например? Дома у всех есть. Я бы не был так уверен сейчас, по-моему, все меньше и меньше. У кого есть такая версия Библии, где слова Иисуса, они напечатаны красным текстом? У кого-то есть? Уже меньше 2 человека всего. Но есть такая версия, да, у нас тоже то есть тот же самый текст, там синодальный перевод, но где идет прямая речь Иисуса, это выделено красным. То есть весь текст он черным, а это идет красным. Я просто в последнее время, да не последнее, вообще, уже забыл, когда открывал печатную Библию, я все время готовлюсь, есть такой сайт, я уже рекомендовал его там, Bible, это по-английски Библия, да, bible.by. Это белорусский, видимо, сайт, но очень удобный. Там есть все возможные переводы, которые есть только на русском, все возможные переводы, которые есть вообще на любых... нет, там только на английском, по-моему. Не суть, есть еще похожий сайт, да, там очень удобно. Ты стих выбираешь, можешь посмотреть во всех переводах, сразу все комментарии к нему, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, знаете, это просто удивительно. Я просто вспоминаю, я еще застал то время, когда у меня была, она до сих пор есть симфония. Я готовился к проповедям с симфонией. Это просто полный привет. Для того, чтобы найти слово и что-то посмотреть, у меня уходило от 5 до 15 минут. Сейчас это занимает 10 секунд. 10 секунд, и я вижу вообще все, что есть. Все, что сказали великие мужи. Знаете, стих просто выбрал, и вот он один светится, и везде все вываливается, все комментарии. Ладно, я не про это. Про то, что есть версия, да, где прямая речь Иисуса Христа, она выделена красным. И вот вы знаете, вот то, что, знаете, например, проповедь Иисуса Христа на горной, когда вот он говорит, Матфея 7 глава, вся глава она красным цветом. Потому что там везде прямая речь, да. Вот он говорит, он говорит и говорит. То есть еще раз, Иисус сказал, что это не прямая речь. Но Иисус сказал, там двоеточие, открываются кавычки, вот это все красное, прямая речь, да? И вот это вот как раз и есть пророчество, да? Вот все, что Иисус, Он говорит. И Он говорит со властью, как помазанный пророк. И вот, кстати, я говорил про то, что Матфея 7 глава, она вся красным текстом, за исключением 2 последних стихов, да? Там нет прямой речи Иисуса Христа. Но интересные слова для нас как раз написаны. Это Матфея 7 глава, 28-29 стих. То есть Иисус говорит Нагорную проповедь. Он им рассказывает, что есть Царствие Небесное, что там будет, и так далее, и потом. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Вот он только что сказал Нагорную проповедь, да, и вот в этом, вот, знаете, вот пророческое его, в том числе дарование и помазание. Я думаю, что книжники и фарисеи, они тоже, как вы говорили, уверенно и твердо, но этот говорил так, как будто он знает, да, что вообще, как оно есть и как на самом деле. Да? Потому что у него прямая связь с отцом. Они удивлялись,
Потому что Он говорил совершенно по-другому. Итак, первое, да, как пророк Иисус, Он говорил со властью, как власть имеющий. Но вы знаете, что Иисус, Он также в чем выразился Его пророческий дар? Он говорил многое о том, как пророк, что будет в будущем. Так, например, Он говорил, что Иерусалим будет разрушен. В 70-м году первого века нашей эры, да, Иерусалим был вообще стер с лица земли. И Он говорил верующим, что горе тому, кто будет в эти дни в Иерусалиме. Вы знаете, многие христиане, они, когда все это дело, заваруха началась, они вышли из города, потому что они знали, что это будет, да, и как будет. Но помимо этого, Иисус, Он сделал пророчество, что будет происходить во время Его второго пришествия. Знаете, то есть как пророк, я сейчас к чему это говорю? Его пророческий дар выражался в том, что Он говорил, во-первых, со властью людям, как знающий вообще, как устроено все. И второе, это то, что Он предсказывал будущее, да, также. Сейчас я просто еще небольшое отступление хотел бы сделать. Знаете, есть такие течения христианские, особенно у харизматов, которые говорят, что вот все слова Иисуса, вот это вот и есть истина, а остальная Библия, она не важна. Вот мы там должны найти. И это другая крайность. Это другая ересь, да? Потому что все Писание, оно богодухновенно. И все, что там написано, это и есть слова Иисуса, в том числе. Потому что Он с Отцом един. Вы понимаете, да? Поэтому мы не можем отвергать и вот брать только это. В общем, это так на всякий случай. Чтобы вы знали. Итак, Иисус, Он был пророк. То есть как помазанник, вот та сфера, которая тогда была, Он был пророк. Но Он также был и священник. И для нас первосвященник, да? Евреям, 9 глава, 11-14 стих. Давайте посмотрим. Здесь говорится следующее. Но Христос, то есть помазанник, да, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинию, нерукотворную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящают оскверненных, дабы чисто было тело, то насколько более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Здесь о чем говорится, да? У священника самая главная задача какая была? Помимо вот этого всего, да? Это приносить жертву за грех. И вот он говорит, да, здесь, что Иисус, когда Он пришел, как наш первосвященник, и Он принес кровь, не просто так, как раньше священники брали таких козлов, тельцов, то есть убивали их, да, и таким образом покрывали грех. Но Он принес еще и свою кровь, да? Он отдал себя за наш грех. Потому что без пролития крови нет прощения грехов, да? И я хочу просто как бы заострить, знаете, то есть вот вообще, то есть что делала кровь тельцов и козлищев этих, которых приносили? Она смывала вот этот грех, который был, да, и покрывала. Но человек, он ходил, что-то делал, и в следующий раз нужно было нести еще раз и опять. У Христа в чем сейчас вся суть? Он один раз, он вообще все смыл. И прошлое, и будущее один раз. Совершенная жертва. Единственная. Больше не нужно ничего. Все закончено. Вы понимаете, да, вот здесь? В этом его первосвященническое служение. В этом он помазан. Как Иоанна, 1 глава, 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих, 2 часть стиха. «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Его кровь, она очистила нас. Только Иисус, Он мог вот именно очищение сделать. Я вот здесь хотел бы, знаете,
не покрытие грехов, вот раньше там писали, да, а очищение. То есть покрыть грех, вы понимаете, да? Да. Ты его закрыл. Это, знаете, это то, что вот, происходит со всеми другими религиями. Там нет такого понятия, как очищение от греха. Человеку невозможно избавиться от своего греха. Во всех других религиях, вы знаете, ты можешь надеяться на то, что ты будешь делать много добрых дел, которые покроют твой грех. Да? И если ты делал достаточно много, и ты тебя там перевесило, или ты там все закрыл, покрыл этот грех, да, и он может вывести, может не это. Но здесь, в отличие от всех, что происходит у нас, мы не прикрываем ничего, никакое это наше прошлое, которое может вывесить, может не вывесить. Да. Но очищение происходит. Он очистил нас от всякого греха, написано, его нет больше. Знаете, когда вот часто людей спрашивают, даже верующих, в силу того, ну, не знаю, умоустроения в голове, да, говоришь, слушай, ты пойдешь на небо? Ну, кто-то из скромности, кто-то не знает. Ну, наверное, да, я надеюсь, что пойду на небо. Что человек говорит таким образом? Ну, я надеюсь, что я как бы достаточно хороших там дел делаю, и меня Бог примет. Но вся суть-то в чем? Ты пойдешь на небо? Да, конечно, пойду. Почему? Да потому что Иисус, Он омыл мои грехи. Не потому что я такой хороший, что-то там буду делать или не делать, да. Мы все понимаем, что спасение заработать невозможно. Но при этом мыслим таким образом. Пойдешь, ну не знаю, как бы, наверное, надеюсь, что... Да ты тем самым умаляешь жертву Христа. Что ее там типа недостаточно, еще чего-то. Будь уверен в этом, да. В том числе, вот, когда мы принимаем хлебопреломление, вы знаете, я всегда говорю, что это свидетельство для внешних, там, для духовного мира, и вообще, что мы принадлежим Христу. Но вы знаете, это в том числе и свидетельство для тебя. Что я принадлежу, я принимаю эту жертву, вот она, эта кровь, которая меня омыла, и я себе напоминаю, что я пойду на небо. Я спасен не потому, что я такой классный, а потому, что Он такой классный, потому что Он все уже сделал. Все, что тебе надо, это просто перестать здесь надумывать себя и загонять, что я... И поэтому я всегда против того, что когда, знаете, а вы подумайте, прежде чем выходить, может быть, там чего-то вчера наделал, там у нас как бы сегодня воскресенье, вчера гулянка была, что ты там делал, да, как бы. Если ты там на этой гулянке чего-то наделал, написано, что покайтесь, и Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи наши. Но если ты не выходишь, это не означает, что ты там оскверняешь. Как вот то место, которое написано, вы понимаете, да, о чем, что кто будет есть и пить недостойно, будет есть в осуждении себе. Поэтому многие из вас болеют, некоторые умирают. Но это говорилось в конкретную ситуацию, когда они там с учениками, не с учениками, а в церковь приносили, да, и Павел писал, что вы что творите-то вообще? То есть у них был полноценный ужин, да, вечеря. Они приносили там вино, приносили еду. И кто принес свое, они тут же садились и съедали это все. А те, кто там нищие или нет, они где-то в сторонке стояли и голодные оставались. Он говорит, вы о чем вообще? Не в этом суть. Он говорит, что кто будет так делать, недостойно. Да? Тогда вот такое вот у вас пренебрежение. У нас сейчас мы полноценную трапезу не принимаем. У нас нет полноценного ужина. Мы готовимся к этому, мы поем, мы приходим, мы там что-то, мы с почтением это делаем. Поэтому, если у тебя что-то, тебя совесть твоя отвечает, покайся в этом. Попроси у Господа прощения, и Он простит. Потому что Он так сказал, не я так говорю. Он говорит, и Он, будучи верен и праведен. Все. Но если ты не выходишь, ты тем самым умаляешь Его жертву. Ты говоришь, что, а этого недостаточно. Я вот что-то так как бы, ну, такой вот, всех вот Он омыл, а меня вот, потому что я вот такой вот особенный грешник, вот меня не омыл. Да нет. Вы понимаете, да? В этом Его жертва. И в этом Его роль как первосвященника, как священника. В этом смысл слова Христос. Помазанный как пророк и как священник. Все хорошо? Знаете, когда говоришь много, и это, и когда люди затихают и сидят, и начинаешь думать, что-то... Может, уже пора остановиться? Итак, жертвы Христа достаточно.
Ты очищен, освящен, отмыт. Я не знаю, как это сказать, нету греха вообще. Понимаешь? Бог его не видит. Знаете, есть место Писания 1 Коринфянам, 6 глава. Там 9-10 стих я прочитаю в современном переводе, потому что, в синодальном переводе там такие слова просто используются. Малакии, то есть не совсем понятно. И вот 9-10 стих я прочитаю в современном переводе. Разве вы не знаете, что неправедные люди не унаследуют Царство Божие? Не обманывайтесь. Никто из тех, кто предается блуду, или почитает идолов, или прелюбодействует, а также ни продажные содомиты, ни мужеложцы, ни грабители, ни скупые, ни пьяницы, ни клеветники, ни мошенники не унаследуют Царство Божие. Казалось бы, да? Дальше, знаете, 11 стих. Павел говорит следующее. И такими были некоторые из вас, ключевая фраза «были», да? Но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Что пошло? И он здесь не пишет, что да потому что вы перестали делать, там, или вы такие хорошие стали, и вы такие молодцы, но вы омылись Его кровью. У вас вообще не было никакой надежды там, молиться, и, там, Господи, спаси меня. Там. Да потому что ты грешник такой. Но сейчас все твои грехи, они удалены. И для Бога все одинаковые. И тот, кто в рясе где-то стоит, и ты, который был грешником, ключевая фраза «был». Потому что все грехи, они были удалены. Итак, Иисус, Он был помазан как пророк, и Он помазан как священник, да, помазанник. Но Он также помазан как царь для нас, да. Филиппийцам 2 глава, 9-11 стих говорит следующее. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Всякое колено преклонилось, да? Вообще все. Как епископ Андрей обычно говорит, что всякое, это означает что? Всякое, каждое. Нет такого, которое бы не преклонилось. И всякий язык исповедовал, да? Что? Он Господин. Иисус Христос. Рано или поздно каждое колено, оно преклонится. Мы знаем это, да? Но те, кто будут позже, они пожалели, что сделали это раньше. Пожелали. Да? Сейчас ситуация немножко другая. Ты смотришь в мир и думаешь, как-то многие там поносят имя Иисуса. Кто-то вообще там не преклоняется, где-то даже рядом. И, знаете, вот такой пример. На Западе, в Америке был человек, такой политик, и он был замешан в скандале политическом, да? Помните, там Уотергейтский скандал такой был, неважно, да, по продаже там оружия, и его посадили в тюрьму. И находясь уже в тюрьме, он уверовал. Он принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, начал там религиозную группу, там ячейка появилась, и он там проповедовал. И так как он был значимой фигурой, и на самом деле это привело к импичменту президента, в то время президента, понятно, не посадили, но кого-то посадить надо было. И вот он был в том числе как бы из этих людей. И поэтому журналисты, они приходили, он был на виду, они брали интервью у него даже, будучи, когда он был в тюрьме. И интересная вещь, что он говорил всем, я изменился, я уже не такой. Я принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Вы знаете, что происходило? Ему никто не верил. Это раз. А во-вторых, он уже потом мемуары писал и говорит, что я обнаружил интересную вещь. Я в интервью говорю, что я принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И потом беру газету и читаю на следующее утро. А вот он сказал, что у него глубокий религиозный опыт.
То есть это те слова, которые как бы... Более того, одна из ведущих газет в стране, я с удивлением узнал, что у них редакционная политика никогда не ставит два слова вместе. Иисус Христос. И редактор, он мотивировал следующим образом, что если я говорю Иисус Христос, то тем самым я уже выражаю как редакционная оценка, как политика. То есть я уже выделил, ну значит, он царь, вот он помазанник, что он Иисус Христос. И поэтому они всяко разно там вот, ну два слова они вместе вообще никогда не ставили. У них просто вот такая это была. То есть, ну вот он пишет, что с удивлением он узнал вот такие вещи. Но вы знаете, неважно, настанет время, когда каждый редактор, каждый журналист, каждый политик, он признает, что Иисус Христос, он Господин, что он царь, царь царей. Так или не так? Но ты можешь задать вопрос. Для меня-то это что означает, что он царь? Вот для меня лично. Что это означает? Что он пророк, это здорово. Для меня лично я могу знать Бог Божий. Да, он через это говорит. То, что он священник, для меня лично это что означает? Что он принес жертву, еще и жертву совершенную, он омыл, да, вот это для меня лично. Опять же, а то, что он царь, что это для меня лично означает? Для меня лично, для тебя лично это означает, что ты должен стараться делать все в своей жизни так, чтобы это было угодно ему. Ну, то есть, если вот такие параллели проводить, вот он царь, у него есть его воля. Логично, что в царстве должны подчиняться воле царя. Аминь. Но, знаете, у царя есть власть говорить своему народу, как им поступать и что им делать. Но это также означает, что ты отдал свою жизнь Ему, да? Когда ты принял Его, как Господа и Спасителя. Еще раз, Господь, это что означает? Просто слово, нет, синодальный перевод, он очень хороший. Многие очень четкие эти, но Господь, что это? Это Господин. И вот тогда был рабовладельческий строй. Господин это хозяин, раб Божий, вот здесь вот в этом смысле. Это, ну, прямое, да. Потому что мы говорим, вот господин это как-то, Господь, как-то, ну это означает господин на современном языке. Если есть господин, значит есть и рабы, да, есть там слуги. То есть у тебя жизнь должна устроена быть так, чтобы каким-то образом угодить своему господину. Это то, что делали рабы, да? И что бы ты ни делал в своей жизни, как бы ты ни поступал, но ты должен избегать того, что принесет стыд какой-то твоему господину. Твои поступки, твои действия, твоя речь, образ жизни, что-то, да? Вы понимаете? Потому что, ну как вот сейчас, например, показательно. То есть русские, как вы знаете, у группы Ленинграда Шнура есть новая песня, что русские это новые евреи. То есть сейчас куда ни это как бы стыдно быть русским там, и так далее, и так далее. То есть везде нас, нет, имеется в виду, нас это всюду гонит. Ну, в связи с событиями на Украине, вот то, что появилось, да, много где, то есть посмотрите на наших олигархов, которых там лишают всего, и там они вроде бы хотели бы получить там прибежище, и чего они только не делают, ничего не помогает. И просто на основании того, что ты просто, ты из России, все. Понимаете? Не знаю, насколько удачный пример, но ты что-то делаешь, эти христиане, или там, знаете, ну, грубо говоря, один натворил дело, а по нему судят, так он же в церковь ходит. Что ты хотел от него? Вот поэтому, как бы, ну, что бы ты ни сделал, надо стараться так, чтобы это твоему царю не было, да, стыдно. Ну или никто не хулил его за это. Вот мы молились за детей, чтобы люди смотрели на них и возносили славу Богу. Но чтобы не было так, что он же верующий, что с него взять-то?
Пойдем лучше с нормальными работниками договоримся, денег заплатим, а вот с этим верующим. Были у меня, они приходили, натворили делов. Сказали, ну мы же братья, похлопали по плечу, все бросили и ушли. К сожалению, часто бывает реальность, да? Но, знаете, самое удивительное, что с Иисусом вообще, как с царем, удивительная вещь заключается в том, что вот это помазание его как царя, оно не заканчивается только на том, что мы должны сделать для него. Но идет еще дальше, да, в сердце того, что Он предложил нам, что Он может сделать для нас. Давайте мы посмотрим, я сейчас поясню. Матфея, 20 глава, 28 стих. Так как Сын Человеческий, еще одно имя, да, его, не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Другими словами, хороший царь, он заботится о своем народе. Он заботится о своих людях, об их безопасности, о том, чтобы им поесть чего было, во что одеться. И Иисус, он правильный царь, да? Это как образец для других царей. И поэтому вот он пришел, и смотрите, что он говорит. Матфея 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». 33 стих. Матфея 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Луки 11 глава, 9 стих. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». И еще, Иоанна 10 глава, 10-11 стих. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Иоанна 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В смысле миротворения, в смысле спокойствия. Да? А в мире, в окружающем, будете иметь скорбь. Плохо. Но мужайтесь, я победил этот мир. И последний. Иоанна, 14 глава, 1-3 стих. «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Вот все, что мы вот это вот читали, вот эти все хорошие места Писания, благие, это то, что Он пришел для тебя сделать, как царь. И даже больше этого. Помните, как пастор Сергей Кульман, когда он в Воздухе говорил, что у него в церкви нет лидера, да? У него есть служители. Потому что вот эта вот концепция, она не совсем как бы... Иисус, он, самое первое, то, что мы читали, Он пришел послужить, отдать жизнь, а не для того, чтобы Ему служили. А кто для нас не пример, если сам Иисус Христос? Поэтому, если ты ждешь себе почести, когда тебе это, что-то не так с твоим мировоззрением, что-то не так с твоим христианством. Потому что мы, прежде всего, служители. Аминь? Аминь. Спасибо, что кто-то сказал аминь. Аминь. То сидят такие все боссы. Все сразу убрали. Я не босс, я служитель. Но все, что мы вот это прочитали, это то, что Иисус, Он пришел для тебя сделать. Но для того, чтобы получить все эти благословения, ты должен принадлежать Ему. Ты должен быть кем? Христианином. От слова Христос, от слова помазан. Мы должны принадлежать Ему, Его имени. Мы тоже помазаны. Мы христиане. Да? Благодаря Ему опять же. Ты должен верить, что Иисус Христос – это Сын живого Бога. Да?
Нужно покаяться в своих грехах. Отказаться от этого. Чтобы Иисус, Он мог тебя омыть своей кровью. Нужно сказать, исповедать, да, Его своим Господом и Спасителем. И потом нужно, если ты еще этого не сделал, 25 июня прийти и получить водное крещение. Да? И тогда ты принадлежишь Ему. Знаете, есть интересное местописание. Галатам, я уже заканчиваю. Галатам 3 глава, 26-28 стих. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Вот еще раз, слово «облеклись», вот что оно означает? Знаете, вот, там вот в греческом, в прямом смысле, что вы его на себя одели. Вот он на вас, вы в нем. Понимаете? Вот как ты, вот я в рубашке и в брюках. Вот я облегся, да, в какую-то одежду там. Во Христа облеклись. Я вот сейчас вам новый перевод, современный перевод прочитаю, то же самое место. Все вы дети Божии благодаря вере своей во Христа Иисуса. Потому что все вы, кто был крещен во Христе, облачились во Христа, как будто вы надели новую одежду. То, что там было, вот все вот это старое, о чем мы говорим, сейчас вы новую одежду. Вот вы в Него облеклись. Вы теперь выглядите, будто Он на вас. Если Он наш царь, мы должны делать определенные вещи для того, чтобы почтить нашего царя. Но мы также должны понимать, что Христос, Он пришел как помазанник, чтобы быть помазанным, для того, чтобы послужить тебе. Чтобы послужить тебе. И также подать нам пример, чтобы мы поступали так же. Он постоянно говорит, да, кто хочет быть большим среди вас, пусть будет слугою, да, и так далее, и так далее. Да, Он пример для нас. Давайте подытожим. Итак, Иисус, Он пришел как пророк. Для чего? Для того, чтобы ты знал волю Божию. Все, что Он говорил, все слова в Библии, все, что записано, вот это воля Божия для тебя. Он пришел как священник помазанный, да, для того, чтобы искупить, омыть, очистить тебя от всякого греха. И Он пришел как твой царь, для того, чтобы повести тебя в новую жизнь, которая будет наполнена радостью, умиротворением и полнотой, и смыслом. Аминь. Правильно еще время включить? Давайте мы поднимемся на наши ноги. Давайте мы помолимся и будем заканчивать. Отец Небесный, Господи, благодарю Тебя за каждого человека, кто слышал это слово. Я прошу Тебя, Господи, если я что-то привнес человеческое, пусть оно упадет, умрет и не принесет никакого плода. Но всякое слово от Тебя, Господи, пусть принесет добрый плод, пусть оно прорастет, и пусть жизнь человека, оно меняется. Может быть, я знаю, что каждый подчеркнул что-то для себя свое, кто-то совершенно неожиданные вещи. Я вам прямо сейчас говорю, тот, у кого было осуждение, думал о себе, что ты недостоин, что ты такой и сякой. Прямо сейчас. Я не знаю, почему я этого не планировал, Бог просто побуждает. Откажись от этого, потому что ни ты, ни твоей верой, ни твоей силами, усилиями, но кровью Иисуса Христа ты омыт и чист, и праведен пред Богом. Просто прими это во имя Иисуса. Господи, и каждый, кто сделал для себя другие выводы, Господь, благослови. Пусть это принесет добрый плод. Аминь. Аминь. Слава Богу за все. Так, сейчас, что у нас еще? Мы сейчас у нас будет свидетельство, Николай хочется свидетельствовать. После этого добро пожаловать вниз. Но я прежде должен спросить, есть ли у нас люди, кто ни разу не молился молитву покаяния?
Потому что вот все, что я говорил, это вообще не имеет никакого значения, если ты не принадлежишь Христу. Если у нас кто-то есть, я могу с вами помолиться. Поднимите руку. У нас есть кто-нибудь? Я всех знаю, всех видел. Слава Богу, все спасенные. Все, тогда... Добрый день, драгоценная.